Втоплене майно та фекальні струмки, що течуть просто у кімнати. Жителі САК підраховують збитки після сильної зливи, що впала на місто напередодні. Люди фільмували затоплені вулиці, кафе та ресторани, але найбільше постраждали приватні будинки на вулиці колгоспників. Вон там вот дом синий на углу стоит, он полностью по окна затопило его. Там возле дома вот бабушка сидит 90 лет, и ей некуда идти. И что они думают, я не знаю. И вот здесь вот дом затопленный стоит, даже никто еще не подъехал, не посмотрел. Холодильник вон стоит, машинка стоит, плавала, прямо плавала. Он мне в коридоре она выглядит, там отодвинула. Диван намок. Внуку купляла письменный стол хороший, компьютерный. Тоже он до половины. Это же ДСП уже все, он уже пропал. Ну, много чего пропало, много. Ну, вот это я первый раз вот такое увидела. Было там когда-то немножечко. Там было слегка уже, там ковры только намочила и все. А так все, вот это первый раз. Окупаційна влада нарахувала всього 4 підтоплені будинки, але у воді стоїть вся низовина. Втім, машини МНСників тут рідкісне явище. Працівники місцевого водоканалу і поготів питають про причину затоплення в місцевих жителів. Если вы не знаете, я откуда знаю? Отличный вопрос. Откуда вода? Обычно есть такой факт, что люди, которые живут рядом, они знают. Крім підтоплення, тут прорвало й міську каналізацію, а всі нечистоти течуть людськими подвір'ями і навіть в оселях. Господар цього будинку обурюється, у водоканалі не знають, що робити, а всю провину скидають на людей. С женой вдвоем караулили. Вот здесь полностью все домой, только почистили. Оттуда поднимается. Вот опять все почистили. Все идет в двор. Я не знаю, дорогой, скажите, как это? Я им говорю, они говорят, как это? Смотрите, вонючий. Это завтра, если будет жара, здесь будет холера. Как сделать? Что сделать? Вот пришли, ничего не могут сделать. Нам говорят, вы виноваты. Как мы виноваты? Первый раз. Первый раз. Только сегодня, дорогой. Только сегодня. Такого не было. Весь говно, весь грязь, все в нашем доме. Місцеві пригадують, востаннє район так заливало майже чверть століття тому. Але тоді, в 1997 році, був порив дамби. Вот от первого там все разрыли, но никто ничего не сделал. И все, вот тебе результат. Это час был дождь, а если 3 часа будет идти? При Украине в 1997 году затопило. Но потом все сделали водоотвод, уходил все храк. Сейчас там раскопали, все глины закидали, никто ничего не сделал, там вода собралась, воды некуда уходить. Впродовж місяця потужні зливи затопили міста на сході, півдні та південному заході Криму. Від підтоплень та селів постраждали сотні будинків. Бурхливими потоками змивало людей та все, що трапиться на шляху. А поки люди підраховують збитки та намагаються врятувати майно, синоптики прогнозують, що на півострів повертається суха та спекотна погода.